Сколько иностранных туристов и гостей из регионов страны посетили Астану за дни игр, организаторы мероприятия посчитают чуть позже. Но уже сейчас, можно сказать точно, игры кочевников оставили в памяти каждого из них особую атмосферу гостеприимства, дружбы и уважения. А еще поразили зарубежных гостей бережным отношением казахстанцев к национальным традициям и культуре. Об атмосфере пятых всемирных игр наш следующий материал. Наблюдая за тем, как этноул полон гостями, становится сразу понятно. 5 дней всемирных игр кочевников было катастрофически мало для жителей и гостей столицы. В каждом углу они будто наполняются духом номадов. Даже ветер и пасмурная погода ничуть не испортили атмосферу праздника. И по отзывам становится понятно, Казахстан не просто познакомил гостей с историей, культурой и бытом кочевых народов, но и безвозвратно влюбил в себя тысячи людей. Спортсмены из 89 стран, приехавшие в Астану, чтобы испытать свою удачу, сегодня празднуют окончание спортивного марафона номадов. И каждый из них получил здесь что-то новое – опыт, друзей и соратников. Потому как цель у них оказалась одна – популяризация культуры кочевников. Я приехал из Турции, чтобы принять участие в играх кочевников в дисциплине Кузбек-Элек. К сожалению, своего орла привести не получилось. Но даже с этим казахстанским орлом мне удалось попасть в финал. И неважно, кто выиграет, все равно победила дружба наших народов. Мы в восторге от организации и благодарим всех казахстанцев за гостеприимность. Среди зрителей были и маленькие гости столицы, которые очень вдохновились атмосферой игр. А казахское наследие Тазе заворожило их так сильно, что они изучили историю породы. Видя это, можно с уверенностью сказать, всемирные игры кочевников выполнили свою миссию по распространению наследия кочевых народов. Больше всех мне понравились байге и охота с ловчими птицами, особенно с орлом. Они такие грациозные и так быстро летают. Теперь я хочу научиться ездить на лошади и охотиться с орлом. В этноуле, куда ни глянь, народные игры, танцы и песни. Особо радовало казахстанцев услышать пение иностранных фанатов Димаша. Тереса и ее подруги приехали в Казахстан из Польши специально посетить концерт их кумира Димаша Кудайбергена. Узнав, что в Астане еще и пройдет игры кочевников, решили совместить приятное с полезным. Мы приехали посетить Казахстан и два концерта Димаша, потому что сегодня будет концерт, завтра будет концерт, и мы будем на этих концертах. А теперь посетили этно-ау, потому что нам очень нравится все, что связано с Казахстаном. И Димаш всегда говорит: приезжайте в Казахстан, и мы приехали. Это для нас сокровище, просто что вы сохранили так много элементов вашей культуры, предков. У всех зрителей, участников и гостей есть грусть. Всемирные игры кочевников, объединившие весь мир, закончились. Гости и спортсмены говорят «до свидания, Астана». Но мы уверены, что каждый из них добавляет «до новых встреч». Кунсая Курмет, Азамат Какенов, Раймбек Бегужаев, Жибек Жолы.